вами посетим Институт права. Как вы знаете, у нашей программы есть необычное правило. Кто-то идет в приемную комиссию с высокими баллами по ЕГЭ. А кто-то с низкими. Динара, а ты знаешь, что на этом факультете изучают труда Ленина? И ты хочешь меня этим сейчас напугать? Конечно нет. Просто я буду высокобальником, а значит могу поступить на бюджет и буду стипендию получать. Как бы не так. На этот раз с высокими баллами буду я. Ну давай проверим. Давай. Вы Б с высокими баллами, иду я, друзья. Тебе просто повезло. Ну хватит дуться, пойдем в приемную комиссию. Друзья, Институт права был основан в далеком 1949 году и изначально назывался юридическим филиалом Свердловского юридического университета. А в 1972 году институт вошел в состав Башкирского государственного университета. Привет. Ну что, готовы посвятить все свое время и всю свою жизнь юриспруденции? Егор, мне кажется, ты переигрываешь. Слишком много драматизма. Да. Что вы можете сказать о жизни на факультете? Какие есть плюсы, какие есть минусы? Ну а чего вы ожидаете сами? Ну, говорят, учиться сложно, да и преподаватели строгие. Ну, так-то учиться везде сложно. А вообще у нас учатся самые разносторонние студенты. Давайте посмотрим. Идем. J'en ferai quoi, papa, papa, oh pour moi de belles semaines, j'en ferai quoi, les lumières à nos châtaignes, c'est pas pour moi, oh pour moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, L'amour, la joie, de l'amour, c'est dans un jour, et quand mon bonheur, moi je veux crever l'amour sous le cœur. Allons ensemble.
Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как роща сентября насыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек будет пальцем по мерзкой книге и гнусавен надо мной, как над усопшим монах. Читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги. Нагоняет на душу тоску и страх. Слушай, хочет он мне книги много прекраснейших мыслей и планов. Тот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. И был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Круто, за такое я определенно могу поставить 5 из 5. А меня, если честно, не удивило. У всех есть танцоры, певцы. Вы говорили, разносторонние студенты. Ну и где они? Имей терпение. Смотри дальше. Вы сами сказали разносторонние. А вот это было необычно, мне понравилось. Ну, наконец-то ему хоть что-то понравилось. Ну что, у вас остались еще какие-то вопросы?
Вот я бюджетник. Значит, я могу куда-то ездить, я же правильно понимаю? Как и другие факультеты, мы отправляем своих студентов отдыхать. В Казань, например, или в Москву. Можно пройти подробнее? Ну, для начала ты должен быть активистом, а потом... Ишеттенмейінше беремші налай. Шын біздіңше матур, великий. Башқа келеулар түрлі-түрлі. Әлден зарлы, мұңлы күн. Үздік күні әйдіп берем. Татар көңілі нелер сизгенін. Мискин болып тұрған 300 елда. Тәғдир біздің ешік изгенін. Күпме михнет чеккен біздің халық, күпме көз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңелемнән. Хәйран булып, җырлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдында күргән төсле булдым. Булгаркан агыйдел уйларын, күзләрмәдем. Бардым җырлашыга, дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була диде, Әллүки.
Вроде все круто, но Ну что тебе опять не нравится? профессия юриста серьезная, сложная. Надо иметь столько терпения, чтобы разбираться во всех этих бумажках. А что потом? Бумаги, тлен, бумаги, тлен. Да, мне кажется, театральный драматизм – это заразно. На самом деле, мой друг, все не так сложно. Как? А может, я в душе поэт, а на деле юрист? Знак, настоящему поэту ничто не мешает писать свободное время. Пойдем, покажешь мне свои творения. У подъезда плакал мальчик. Ты серьезно? Ну что? Дина, уж лучше будь юристом. Друзья, а на самом интересном моменте у нас рекламная пауза.
я пишу для творческих людей. Им сейчас стихи я рисую. Разожжем же 1000 огней, чтобы осуществить мечту большую. Пусть у каждого она своя, пусть по-разному сложились судьбы. Это наша жизнь, оружие, броня. Ну и кто нам будет судьей? Искусство помогает людям жить, поэту помогает стать собой, писатель выбирает быть или не быть, художник чувствует себя свободным, искусство помогает выбрать путь, познать догматы эстетизма, увидеть ту невидимую суть, создать вокруг себя харизм. Уж не искусство ли спасает нас, когда мы в пропасть катимся духовно, и не на нем ли зиждется баланс, и в мире все так тихо, спокойно. Но даже если вспыхнут воины где-то, мы все же слышим сквозь безумный гул бессмертного цитату Евтушенко: «Цветы лучше пули». И в этом есть загадочное что-то, что помогло поэту победить в безжалостном бою при марафоне персидских солдат и убийц. Так будет снова и снова, и символы вечной борьбы, искусство, мир и свобода, наши звезды в темной ночи.
Ну и как вам институт права? Неплохо, неплохо. Но вот и ты недовольна. Не слушайте его, все было очень круто. Ладно, соглашусь, все было действительно очень круто. Друзья, наш финальный выпуск подходит к концу. И как мы уже сказали в самом начале, сегодня мы делали обзор факультетов Башкирского государственного университета. Каждый факультет по-своему интересен и необыкновенен. Но вы выбрали их вы. Ну, мы подумаем. Ой, да ладно? Ладно, ребята, действительно все было очень и очень круто. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск. До новых встреч, друзья, в новом сезоне. Я угадал, прошу взять ручки! Ручки, ручки, ручки! Садись, совсем не сложно, запомни штудировать. Очень просто, наш факультет, большая семья. Здесь тебя никто не оставит никогда. Главный инструмент институт, смотри, ты договаривай. Ты надо науке, но нам никто не прав. А вообще, а то большая семья. Башку ставь!